на радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский. И вы слушаете программу «Крымский вечер». В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал в интервью агентству «Интерфакс Украина» заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России. Кирилл Тимошенко сказал дословно: у нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру. По словам Кирилла Тимошенко, это, напомню, заместитель главы Офиса президента Украины, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, сказал Кирилл Тимошенко. Мы пообщались, наш корреспондент пообщался перед эфиром с Кириллом Тимошенко, и он сказал, что в комментарии нашему корреспонденту, что проект телеканала сейчас находится на обсуждении у команды президента Зеленского, и когда будет больше деталей, они представят сам проект. Но, тем не менее, уже достаточно много шума надело даже вот просто это заявление о том, что будет создаваться такой телеканал, украинский государственный телеканал, который будет ориентирован вообще на всех русскоговорящее население по всему миру. Так дословно сказал Кирилл Тимошенко. Есть уже и реакция, например, официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Она так прокомментировала в Фейсбуке, правда, предложение заместителя главы Офиса украинского президента Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала. По словам Марии Захаровой, создание такого канала является безумием, говорит Захарова. Она пояснила, что власти Киева намерены создать русскоязычный канал, чтобы убедить людей, борющихся за право говорить по-русски на Украине, в их неправоте. Цитирую: «Это же надо додуматься выделять средства для покрытия русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский разрешен только для частного общения религиозных обрядов». Но это слова госпожи Захаровой. Ну и еще добавила, что все это безумно, и история больше напоминает библейскую притчу. Депутат Государственной Думы из аннексированного Крыма Андрей Козенко тоже отреагировал на предложение заместителя главы Офиса украинского президента Кирилла Тимошенко о создании русскоязычного канала. По мнению этого депутата, украинским властям следовало бы мыслить масштабнее, полностью разрешить российское телевидение в Украине. Он отметил, что идея создания канала на русском языке хороша только тем, что этот язык хотят признать в стране. Ну, он имеет в виду в Украине. И Козенко отметил, что таким предложением команда украинского лидера Владимира Зеленского объявила о начале информационной войны. Но не заметил, видимо, Андрей Козенко, что эта самая информационная война ведется достаточно долго и не Украиной. Так, о чем мы будем говорить сегодня? Мы сегодня попытаемся понять вообще, вот каким будет этот телеканал и насколько он действительно может оказаться таким, влиятельным инструментом в руках украинского государства для того, чтобы влиять на ситуацию в России, на ситуацию в других странах, где есть, как было сказано в этом сообщении, русскоговорящее население. И чем это будет отличаться от того, что уже сейчас происходит, от того, что сейчас делается украинским государством, украинскими предпринимателями, тех телеканалов, которые доступны для просмотра по всему миру, и в том числе не только через интернет, но также по спутнику и так далее. Я хочу, чтобы, знаете, мы вот что еще. Корреспонденты «Радио Свобода», это российская служба, они в 2017 году, в июне 2017 года, они спросили россиян, а будут ли те смотреть, смотрят ли они или будут ли они смотреть украинские телеканалы. И вот что тогда сказали жители и гости российской столицы, то есть Москвы. Не для моих нервов, там сплошное вранье. Будут, потому что и сейчас смотрят. Вы что, не знаете, что спутниковое телевидение работает, интернет работает. Кто хочет, тот смотрит. Мне, допустим, уже не интересно, что там творится. Лично мое мнение. Украину? Так, если в неделю один раз посмотреть, то можно посмотреть, что там у них в основном на сессии происходит. Ради. А так, что там интересного? А вы знаете, я сомневаюсь, что будут смотреть. Может, единицу будут смотреть. У нас в основном Россия. Это для нас самое главное.
А чушь не будут? Здесь же живут из Украины. Будут смотреть. Правда, процента не знаю, но будут. А я и сейчас смотрю. У меня спутник. Я думаю, будут. А потому что должна истина быть где-то посередине, я так думаю. Я только прошу прощения, это был опрос жителей Симферополя. И этот опрос проводили наши корреспонденты Крым-Реалии. Задавали им этот вопрос еще в 2016 году, в конце 2016 года, о том, что вот смотрят ли крымчане украинское телевидение, будут ли они смотреть его в дальнейшем. И вот ответы на этого опроса вы сейчас и услышали. Ну, а мы продолжим программу, продолжим ее беседой с медиаэкспертом Алексеем Мустафиным. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Алексей, ну вот хотелось бы услышать вашу оценку этого проекта. Мы пока о нем знаем только о том, что вот сказал Кирилл Тимошенко, это заместитель главы офиса президента Украины, о том, что это будет вот такой телеканал, который ориентирован будет на все русскоговорящее население по всему миру. Как вы оцениваете такой проект? Ну, знаете, это не первые высказанные идеи, это необходимость создания альтернативного, скажем так, назовем это так, русскоязычного канала, который бы доносил альтернативную информацию до русскоязычного населения всего мира, и России, и оккупированных территорий Украины в частности. Были такие проекты, но на самом деле большинство из них строилось на энтузиазме организаторов и достаточно быстро затухали. На самом деле тут есть вопрос к тому, что подобные проекты требуют достаточно системной работы, требуют постоянного ресурса и скажем так, понимание того, что это будет, ну, как бы не стараться не переоценивать, не возлагать слишком большие надежды на эти средства массовой информации, в силу того, что в любом случае никогда не будет такого ресурса и таких возможностей, какие есть сейчас у официальных властей России, для того, чтобы формировать вот этот большой пул телевизионных каналов и информационных сетей, которые используются в качестве продвижения, ну, скажем так, назовем это идеей русского мира в мире. Извините уже за тавтологию. Поэтому как бы, вот три фактора, которые на самом деле влияют на то, возможен ли такой проект, насколько он будет успешным. Кстати, вот глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, она написала на своей странице Facebook и оценила там возможные затраты на создание такого канала. Правда, она взяла для этого, посчитала, сколько тратит Россия на свои вот эти телеканалы. Основные там телерадиокомпании в ГТРК 67 миллиардов рублей, это более миллиарда долларов на 3 года. Россия сегодня 20 миллиардов рублей, ну и так далее. А как вы оцениваете, да, насколько это вообще дорогое, ну не удовольствие, но вообще дорогая затея создания и вещания такого телеканала? Что, во-первых, что хочу сказать, что я понимаю как бы заинтересованность госпожи Сюмар и по определенной степени ревность по отношению к высказанной идее ее, потому что она тоже как бы человек не чужой, и она очень много делала для того, чтобы создавать подобного рода проекты, противодействовать информационной экспансии России. Но мне не кажется это сравнение корректным, потому что с таким успехом можно сравнивать военный бюджет России с военным бюджетом Украины и говорить, ну смотрите, мы никогда не дотянемся до их возможностей, поэтому ничего не нужно делать. Еще раз говорю, тут очень важно оценивать реальный результат, что, безусловно, не станет подобный канал конкурентом серьезным российским средствам массовой информации. Но это будет как бы, что ли, скорее как отдушина, как возможность просто получать какую-то некую альтернативную информацию, не более того. Мне кажется, что затраты для создания подобных проектов существенно меньше, чем вкладывает в них российская власть. Но, опять же, вопрос заключается, чтобы это не было единоразовым проектом. Мы попытались сделать это, но не получилось, не вышло. Значит, мы закрываем проект, начинаем через определенное время новый. Как это очень часто происходит. Алексей, а вот сколько нужно времени для того, чтобы телеканал начали смотреть? Ну, вот сразу же, как только начнешь работать, ведь не будешь же смотреть его, да? Для того, чтобы начали смотреть, требуется
серьезная аудитория, опять же, тут еще вопрос, как донести эту информацию до этих людей, потребуется, годы как минимум. Соответственно, годы системной работы, затрат без быстрой отдачи. Именно в силу этого, я достаточно скептически оцениваю возможности таких проектов. В силу того, что, знаете, даже предвыборные циклы в Украине могут быть короче, чем реализация подобных проектов. А учитывая, что у нас каждые выборы это практически всегда смена власти, то, скажем так, уверенности в том, что следующая власть продолжит этот проект, у меня, например, нет. Еще, кроме того, нужно еще обратить внимание на такую вещь, что нынешняя власть украинская, и президент, его команда, и уже теперь и парламент, и, очевидно, и следующее правительство, это люди, непосредственно связанные с медиа, пусть не информационным вещанием, но развлекательным, но тем не менее. Они лучше разбираются, как это работает, но в то же время есть подозрение, что у них есть заинтересованность лежащие вне цели информационного противодействия России. Уже сейчас появляются шутки о том, что они будут транслировать на этом канале «Сватов» или какие-то другие сериалы производства 95-го квартала. И в силу этого достаточно много людей скептически оценивают саму эту идею. Понятно. Спасибо вам. Алексей Мустафин с нами был на связи, украинский медиа-менеджер и медиа-эксперт. Человек, который, не понаслышке знаком с телевидением, рассказал нам, насколько это ответственный вообще проект. А далее мы продолжим нашу программу. Далее будем говорить с Татьяной Поповой, экс-заместителем министра информационной политики Украины. Так, у нас нет ее на связи, да, предупредили меня. Хорошо, давайте теперь точно мы послушаем, что рассказали в 2017 году жители Москвы, когда их спросили, а будут ли они смотреть украинские телеканалы, или, может быть, смотрят их сейчас. Вот какие ответы тогда получили. Если мне нужно узнать какие-то новости, у меня есть друзья на Украине, которые живут и рассказывают мне о своем видении того, что там происходит. А вообще я советую не смотреть новости. Там все печально очень. Отовсюду, оттуда все это идет. Мне неинтересно. Мы живем здесь, меня все устраивает, и слава богу. Что касается политики, мне не было бы интересно. А про все остальное окей. «Орел и решку» смотрю. Я читаю новости в интернете. А какая разница? Мне достаточно своих каналов. И посмотрю я украинские каналы, и будут они на нас, какие-то потоки. Это же информационная война, по сути. Поэтому, можно посмотреть, почему нет? Но ничего нового я там не узнаю. Украинские каналы, если честно, я бы не хотела. Мне кажется, там негатив идет. Мы бы с удовольствием, может, их послушали. Почему они говорят такие откровенные в наш адрес, даже ругательства. Мы себе не позволяем. Наши политики молодцы. Предпочитаю сам выбирать то, что смотреть, а в принципе даже и вообще желательно вообще ничего не смотреть. Такие мнения записали корреспонденты радио «Свобода» в Москве. Это, напомню, был сделан опрос в 2017 году, но мы продолжаем нашу программу. И напомню, сегодня говорим об идее, которая появилась в офисе президента Украины, была озвучена заместителем главы этого офиса Кириллом Тимошенко, о том, что необходимо разработать вариант, то есть уже разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым будет покрываться русскоговорящее население по всему миру. О том, в чем отличие этого телеканала от существующих проектов и насколько успешно может быть такой проект, в частности, для вещания на оккупированные территории? Мы эти вопросы зададим Татьяне Поповой, заместителю министра информационной политики Украины. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, первый вопрос. Да, на сегодняшний день в Украине есть телеканалы на вещание, ЮА-ТВ это называется, и он вещает в том числе и на русском, и на английском языке, и на арабском. А в чем будет главное отличие, на ваш взгляд? Почему необходимо создавать новый канал? Потому что UATV вещает, как вы уже сказали, на 3, даже, по-моему, на крымско-татарском у них есть какие-то отдельные программы. И, честно говоря, я разговаривала с послом, который помогал заходить в кабельные сети в их стране этому каналу в 2015 году. И в 2018 он мне сказал, что канал вывели из кабельных сетей, потому что он не имел
вообще достаточного осмотрения по той причине, что люди не понимали вообще, на каком языке они включат программу в следующий раз, и она будет идти. То есть это не то, что же было 3 канала, которые каждый шел на своем языке. Нет, там одновременно шла вот эта вот путаница с языками достаточно регулярно. И, соответственно, человек мог включить и начать смотреть программу там, на украинском языке, потом включить в следующий раз на английском, а потом на крымско-татарском. Зачем это, например, русскоязычному человеку в Латвии? Угу, понятно, хорошо. А вот этот новый телеканал, скажите, насколько вы знакомы, вы знаете что-то кроме идеи, или пока только можем обсуждать только саму идею создания такого телеканала? На прошлой неделе, по-моему, была встреча в Укринформе по информационной политике. Там они в первый раз говорили об этом телеканале. И, в принципе, там был представитель Радио Свобода, кстати, на этом же мероприятии. Она бы могла тоже вам подтвердить мои слова. Они сказали, что они договорились с 4 крупнейшими медиахолдингами. Я так понимаю, это вот основные наши каналы наших больших бизнесменов-олигархов, о том, что те им предоставят продукт на русском языке, который развлекательного контента в том числе, который они загрузят на эту платформу, как они называют этот канал, на UATV, который уже все равно вещается на спутнике, вещается в кабеле где-то, и вещается на Донбасс и на Крым там с прилегающих точек. И просто поменяют его форматирование, сделают его на русском языке для русскоязычного населения, как оккупированных территорий, так и, в принципе, диаспор, так и России в том числе. То есть это попытка такая просто сделать не информационное, не чисто информационное вещание, да, привлечь новую какую-то аудиторию за счет развлекательного контента? Да, насколько я понимаю, информационную часть они там все равно оставят, то есть какая-то информационная команда там продолжит работать и давать новости, там информационную часть, но они хотят догрузить туда с имеющимися правами для этих аудиторий и для этих стран развлекательный контент. Я думаю, что это не такая уже и плохая идея, в принципе. А как вы оцениваете, сколько нужно денег и сколько нужно усилий, может быть, и сколько нужно времени для того, чтобы этот канал начали смотреть в России, вот чтобы он стал действительно таким каким-то элементом массового влияния? Ну, они, насколько я понимаю, осенью вроде как собираются его запустить. Спутниковые лицензии, насколько я понимаю, уже куплены. А будут ли его смотреть или нет, уже зависит от того, насколько интересный контент будет на этом канале для аудитории. Мне кажется, что если там будет развлекательный канал, вот вы знаете, да, что там, например, «Слугу народу» купил ли сейчас на Россию то ли Яндекс, то ли кто-то из крупных российских медиахолдингов интернет, показ в диджитале. Я думаю, что если они покупают такой контент за деньги, то смотреть со спутника будут, наверное, с удовольствием те, кто об этом узнает. Ну, а спутник заблокировать же невозможно. Понятно, спасибо вам. Татьяна Попова была заместитель министра информационной политики Украины на телефонной связи со студией радио Крым-Реалии. И мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в офисе президента Украины заместитель главы этого офиса Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс Украина» рассказал о том, что разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который сможет покрывать русскоговорящее население по всему миру. Насколько вот такой новый телеканал нужен, например, на территории оккупированного Россией Крыма? Вот этот вопрос я задаю Заиру Смедляеву, крымско-татарскому активисту. Заир, здравствуйте. Доброго вечера. Заир, ну вот на ваш взгляд, нужен ли такой вот новый телеканал Крыму? Будут ли его смотреть? Алло. Заир, вы слышите? Нападаете? Да, Заир, я надеюсь, вот сейчас...
Так, нас не слышат. Давайте мы сейчас попробуем перенабрать Заира Смедляева. На самом деле, если у вас есть желание, вы можете позвонить к нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 и высказать свое мнение. А вот будете ли вы смотреть такой телеканал? Заир Смедляев, крымско-татарский активист, снова с нами на телефонной связи. Заир, очень простой вопрос по поводу вот этого нового телеканала на русском языке. На ваш взгляд, будет ли аудитория у этого украинского телеканала в Крыму? Или же те, кто хотят смотреть украинское телевидение, они его и так смотрят, и новый канал им, может быть, и не нужен? Ну, я так думаю, что это какой-то очередной бизнес-проект для 95-го квартала или для «Слуги народа». Но о том, что вот сейчас создадут русскоязычный канал, и все бросят смотреть там 1+1 или российские эти каналы, News One, там еще что-то, помимо всего прочего, да, везде уже, как говорится, свой зритель сформировался. А что-то новое, пока она наберет аудиторию, это время, это деньги. Я думаю, что это нужно для того, чтобы еще раз мочить бывшего президента, с одной стороны. С другой стороны, вот здесь же мы в Крыму живем, и многие каналы просто блокируются. Основной зритель, да, та бабушка, дедушка, пенсионер, они же не имеют спутниковой антенны, они смотрят эти в аналоговом телевидении или через кабель. То есть, по большому счету, аудиторию поменять не удастся. Но вот ту мысль, которую с Москвы заходит в Украину, ее немножко адаптируют и обратно будут возвращать туда же. Вы думаете, а вы не думаете, что это может быть иметь какое-то влияние там на на саму Россию? Да, сейчас речь не про Крым аннексированный, да, а вот про Россию. Может быть, это каким-то образом сможет доносить мысли там украинского руководства и вот противодействовать там российской пропаганде на территории Украины? Вот если есть категория граждан, которые просто ничего не мыслят, и для них вот свое это телевидение, это свое, все. Все остальное это вражеское, и все, что они не говорили, какую правду, вот горит там тайга, горит там 3 миллиона квадратных километров леса. Ничего страшного, никто не видит, никому это не нужно, это, оказывается, невыгодно. И никто об этом и не задумывается, потому что кто-то там из своего ящика в это время на параде рассказал о силе и мощи, там еще что-то продемонстрировал, куда-то погрузился. Изменить того человека, у которого в черепной коробке бардак, причем он уже давно там практически, наверное, невозможно, потому что если он не привык думать, он и не будет думать потом. Понятно. Спасибо вам. Заир Смедляев, крымско-татарский активист, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Я напомню, о чем мы сегодня говорим. Вот в Украине для усиления позиции государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью агентству «Интерфакс Украина». Вот мы пообщались с Кириллом Тимошенко до эфира, и он сказал нам буквально следующее, что проект этого телеканала сейчас находится на обсуждении у команды президента Зеленского, и когда будет больше деталей, они представят сам проект. Но уже точно известно, что сейчас происходит договоренность с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, рассказал Кирилл Тимошенко. То есть пока что ситуация выглядит так. Вот при первом приближении, что это будет не исключительно информационный канал, в нем будут развлекательные программы, фильмы и так далее. Это будет таким образом будет привлекаться русскоязычная аудитория не только на территории оккупированного Крыма или отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но также и на территории соседней России, а возможно и на территории, и вот по всему миру, где люди смотрят, слушают и там читают на русском языке. И также напомню, что есть уже и первая
первая реакция. Но вот, например, Мария Захарова, это официальный представитель Министерства иностранных дел, она сказала, что вот по ее мнению это все абсолютно безумно, история больше напоминает библейскую притчу, не знаю какую, но тем не менее. Ну и самые разные, в общем, как бы ругают эту идею из Москвы, но, возможно, это каким-то образом говорит и о том, что эта идея каким-то образом задела российское руководство. А сейчас с нами на связи Павел Буторин, исполняющий обязанности директора телеканала «Настоящее время». Почему мы говорим с Павлом? Потому что вот телеканал «Настоящее время» — это такой вот русскоязычный канал, который вещает для русскоязычной аудитории уже несколько лет. Павел, приветствую вас. Добрый вечер. Павел, вот на сегодняшний день, кстати, сколько лет уже вещает телеканал «Настоящее время» и какова его аудитория? На какие страны вещает телеканал? Ну, именно как телеканал мы вещаем где-то 2,5 года. До этого у нас было несколько программ, которые мы посылали нашим партнерским каналам. И именно как телеканал в настоящее время доступно в наземном вещании, в кабельных сетях и на спутнике в 20 странах. И среди них Украина, включая аннексированный Россией Крым, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Эстония, Израиль, западные регионы России. А отдельные программы у нас вот как раз берут 50 партнерских каналов в 16 странах. А вот скажите, если говорить непосредственно о России, там программы вашего канала можно смотреть только по спутнику, либо какие-то есть еще варианты просмотра этих программ? Но в настоящее время это не только телевизионная, но и цифровая сеть, поэтому мы доступны в интернете, в соцсетях, в приложении для Smart TV. И как раз в то время как на традиционных платформах вещания нас хорошо смотрят в странах Балтии, Украине, Молдове, Казахстане. А вот что касается онлайн-аудитории, то большая ее часть, она как раз и приходится на Россию, ну и на Украину и Казахстан. Поэтому в России в основном нас смотрят именно в интернете. Павел, а есть ли у вас понимание того, что вот какие программы наиболее интересны вашей аудитории? Конечно, российские зрители находят на настоящем времени то, что им не показывают на российском телевидении. Например, дебаты Зеленского и Порошенко в прямом эфире с русским переводом. Вообще освещение выборов в Украине, акции оппозиции в Москве за честные выборы, вот, например, в минувшие выходные. Кстати, смотрите и в эту субботу. И очень хорошие отзывы приходят на наши документальные циклы «Неизвестная Россия» и «Человек на карте», о местах, которых мало кто знает, о настоящих людях в эфире «Настоящего времени». Понятно, спасибо вам. Это был директор телеканала «Настоящее время» Павел Буторин. Телеканал «Настоящее время» — это совместный проект, совместный проект «Радио Свобода» и «Голос Америки». Такой вот телеканал был создан. Многие, кстати, спрашивают, да, что такое вот «Радио Свобода», почему вы являетесь там рупором Госдепа. Нет, «Радио Свобода» не является рупором Госдепа. Абсолютно это медиа, которая финансируется из Конгресса Соединенных Штатов Америки. Но при этом есть четкие редакционные стандарты. А Конгресс Соединенных Штатов Америки — это не Госдеп, да, то есть это не исполнительная власть. Есть четкие стандарты, согласно которым должны работать журналисты во всех проектах «Радио Свобода» по всему миру. Ну что, мы продолжим нашу программу, наверное, через несколько секунд. Вот еще раз хотелось бы сказать о том, что появилась такая инициатива, которая была озвучена в офисе президента Владимира Зеленского, о том, что вот будет такой создан государственный канал, на котором будет транслироваться программа украинского производства, но для русскоязычной аудитории. Как на территории, по словам, господина Тимошенко, Кирилла Тимошенко, как на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и на территории соседней России. Ну а насколько этот проект получится успешным, мы, я думаю, уже оценим в самое ближайшее время. Это программа «Крымский вечер». Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд. Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик.
на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Это радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». И с вами не только Александр Янковский, не только Елена Римовская, но также еще примкнувший к ним Станислав Юрченко. Здравствуй. Станислав Юрченко нарушил наш с вами покой. Да, абсолютный покой крымчан. И вообще. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, потому что пришло время самых прекрасных и интересных новостей. Новостей завтрашнего дня, где можем узнать, что же ждет нас в будущем. Первая же новость меня поразила, потому что, как по мне, она очень много говорит о том, как же и кого выбирают крымчане, вот, и насколько все это правдиво. Ведь крымчане позавидовали севастопольцам. И главу Центральной избирательной комиссии Севастополя изобразили карточным шулером. Под зданием Заксобрания продолжаются одиночные пикеты несогласных с решением Севастопольского избиркома отказать в регистрации кандидатам на выборы в городской парламент. Василий Федорин, один из организаторов референдума о недоверии уже экс-губернатору, был замечен с плакатом, на котором глава избирательной комиссии Сергей Даниленко изображен в образе карточного шулера с крапленой картой в рукаве. Видео опубликовал в Фейсбуке севастопольский блогер Алексей Процко. Шикарнее я не видел. Да, вообще классно. Старались. Молодец, Василий Сергеевич. 3 дня и портрет готов. Супер. Согласен полностью. Шулера Даниленко в отставку. И в рукаве «Единая Россия». И в рукаве. В любой момент. И в рукаве «Единая Россия». Сейчас МТС потянется. Ну ладно. Наберите Волга. Я сегодня в кепке настоящего немецкого полицейского. Будем арестовывать шулеров. К чему тут были крымчане, спросите вы? Потому что в Крыму никаких протестов не происходит. Это Севастополь. Да, это Севастополь, это все же не Крым, и мы это видим даже по этой новости. А уж говорить о чем-то, что было, как, например, на этих выходных в Москве, мы явно не будем. Такие протесты, как в соседней России, в Крыму не проходят. Все же Крым — это не российская территория. Вот так вот, да? Хорошо, а что у нас тут интересного? Отличился на этой неделе, вот неделя только началась, и уже отличился Сергей Аксенов. В соцсетях, правда. Перед совещанием в Керчи у него аншлаг на его страничке. Свои вопросы каждый может задавать лично, если отправить сообщение в Фейсбуке на странице Аксенова с хэштегом. Хэштег — это такая решеточка. Совещание Керчь. Нет, не решеточка Аксенов пока, а решеточка совещания Керчь. Но так передает Керчь ФМ. Эта решеточка помогает людям потом сортировать посты, Александр. Ой, ну если вот. вы еще не пробовали этот инструмент, попробуйте. Решеточка. Хорошо. За сутки до встречи уже оставили сообщения более 170 человек. И вот большинство вопросов касаются мусора, если ты не знал, Станислав Юрченко, текущей канализации. А вот это я не знал. И загрязнение речки Мелек-Чесме. Это вот очень интересно. Это речка, потому оказывается, у вас. Да, это в Керчи, во-первых, есть речка. Она выглядит скорее как болотцем. То есть Салгир выглядел плохо в любые времена, вот моей, по крайней мере, жизни. За вашу древнюю жизнь, Александр, я думаю, он когда был полноводный, там и корабли ходили. Но, в принципе, речка Мелек-Чесме, она проходит рядом с центральным рынком города, и она практически... И она обречена на маленькое то, болотце, что это и... будет маленькое болотце, Проблема если в том, речка что большинство проходит рядом горожан, с рынком. Большинство горожан даже не знает, как она называется. Меня очень удивляет, что очень многие написали как раз-таки о ней. Ну, а мусор и текущая канализация, это странно, потому что, например, мусора в Керчи меньше, чем в Симферополе на улицах. По крайней мере, так было за бытность последнего украинского мэра Олега Осадчего. Это о чем говорит? Это говорит о том, что керчане меньше покупают, раз они меньше выбрасывают мусора. Это логично. Но, с другой стороны, вот что текущая канализация — это настоящий бич города, потому что у людей летом может не быть несколько недель воды в кране, а она при этом течет 2-3 километра по дороге неделю за неделей. Ну, слушайте, но речка должна же из чего-то питаться, как бы. Хорошо, что еще волнует крымчан? Есть отдельный Керчан, да, отдельный блог про бездомных собак.
правда, честно говоря, очень много всегда было. По мнению обращавшихся, их особенно много в районе автовокзала. Я уточню, почему так. В Керчи на автовокзале не продают шаурму и чебуреки. Также не остались без внимания керченские парки, в том числе откусанная от них территория с незаконной застройкой. То есть, подожди, про собак. То есть, керчане всерьез считают, что это уровень главы там правительства, ему надо жаловаться, чтобы что-то решили с собаками. Да. Угу, Нет, ну так слушайте, мне кажется, Сергей Аксенов последние несколько месяцев всем своим видом он показывает, что он готов решать вообще, ну, по крайней мере, публично отчитывать, он готов даже всех. за бездомных То собак. есть он, в принципе, играет в такого маленького Путина крымского масштаба, да? То есть жалуйтесь мне все, такая прямая телефонная линия, а у него такая хэштеговская с решеточкой линия, вот можете все жаловаться мне. Вот есть еще один пункт, мне прям стало интересно. Они продолжают жаловаться, в смысле, они керчане, на качество мобильной связи, и это правда. Я не удивлюсь, если этот пост даже написала моя бабушка, потому что с одной из них я никак не могу созвониться уже несколько лет. Связь в районе улицы Ульянова не работает. В районе той же улицы Ульянова не только разбитые дороги, но там еще до сих пор не решен, в принципе, вопрос транспортной доступности. Мобильная связь, да, не работает? Ну, это логично. При Ульяновых не было мобильной связи, когда они руководили страной. Ну правда, может... Александр, мы не такие древние, простите. Хорошо, не прощаю. Что еще у нас интересно? Почти 40%, сделаем перерыв, в керченских новостях. Почти 40% россиян не хотят видеть Путина президентом после 2024 года. А хотят видеть его царем. Нет, об там, этом так, пишет наверное... российская газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Левада-центра. За последний год доля подобных ответов выросла на 11 процентных пунктов. Об этом уже сообщает Радио Свобода. Оставить Путина в Кремле и после 2024 года желает 54% опрошенных. Рекордно низкой в этом опросе стала доля тех, кто затруднился с ответом, таких всего 8%. Максимума с июля 2001 года достигла доля россиян, считающих, что люди доверяют Путину, поскольку не видят ему альтернативы. Так ответили 43% респондентов. А вы знаете, вот если бы спросили, например, там в 1937 году или в 1938 году, видите ли вы, граждане, счастливые граждане Советского Союза, альтернативу Сталина? Я думаю, уверен, чтобы там 100% бы сказали бы нет. Ну, может быть, 99,99%. Кто-то, может быть, нашелся бы и сказал бы, что вижу альтернативу. Или там, ну, в общем, до 1953 года точно не видели, до смерти Сталина. Вернемся к керченским новостям. Есть еще одна прекрасная. Не просто так я сюда пришел. Я знал, что пани Елена Римовская может опускать их, давая более интересные, по ее мнению, новости. Но керчанин лег в яму на дороге, чтобы привлечь внимание властей. Это ты, Стас, был? Нет, я не учился на журфаке в Ростове-на-Дону, а этот молодой керчанин именно так сделал. Они его не заметили, керченские чиновники, потому что он полностью скрылся в этой яме, да, то есть это было бесполезно. Практически это было на улице Льва Толстого, вот. У молодого человека есть ряд требований к местным властям, я прочитаю вот только маленький кусочек. О, боже. Цитата. «Керчь – ворота Крыма, но эти ворота ухожены только с наружной стороны. Те, кто живет внутри, вынуждены ежедневно наблюдать другую Керчь, обратную сторону крымских врат, страшную, ржавую, грязную, разрушенную». И, в общем, у него есть требования – это рассмотреть возможности строительства объездной дороги для грузового транспорта вдали от жилых массивов, потому что Керчь после российской аннексии Крыма практически уничтожили все дорогие грузовики, потому что большинство поставок товаров проходили именно через этот город, не приезжают, например, на паромах. И если Керченский мост, его развязка уже выходит из города Керчь, то так большинство грузового транспорта ездили по улицам города и уничтожили их очень сильно. И там есть провести ремонт дорожного покрытия улицы Льва Толстого, на которой он и лежал, и обеспечить чистоту на тротуарах. Хорошо, как долго он там лежал, к сожалению, не сообщается. Залили его бетоном или вытащили оттуда тоже. Вот мы будем следить за развитием ситуации. А представляешь, такие городские чиновники говорят, вот все, у нас уже одна яма заделана, все, нам как бы, нам проще будет, нам как бы меньше денег придется народных на асфальт тратить. Вы так в крымском пармезане тоже шутите? Ну, а как? По-вашему? У меня есть вот какая Не новость. смешно, да, сказал Елена Посольство Римовская. России в Британии осудило невыдачу виз жителям Крыма и назвало это дискриминацией по политическому признаку. Об этом говорится в сообщении на сайте Дипмиссии, передает РБК. В посольстве указали, что такие действия считают, цитирую, нарушением личных прав российских граждан, которые живут в Крыму, в том числе их право на свободу передвижения. Так в представительстве ответили на вопросы о визовой дискриминации, как считают в российском посольстве,
жителей Крыма и Севастополя. Такие действия, считают в российской дипломатической миссии, идут вразрез с международными стандартами прав человека, которые защищаются в Европе, и нарушают нормативные акты Евросоюза и ОБСЕ. Очень удобно вспоминать о международном праве, когда тебе это удобно. А когда неудобно, То неудобно. то говорить, что, например, Международный суд ООН по морскому праву как бы не имеет юрисдикции рассматривать, например, дела о захвате украинских моряков. В середине июля, тут же предыстория, стало известно о том, что британские власти отказали в визе представителю российского МИДа, который хотел приехать в Соединенное Королевство для участия в конференции по свободе СМИ. На мероприятии он предварительно аккредитовался, однако визу в итоге не получил. И, как уточняет агентство РИА Новости, консульства, визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года. Ранее о проблемах с выдачей виз жителям Крыма не сообщалось, имеется в виду до 2014 года. Понятно. Что у нас еще интересного? Что, Станислав Юрченко? Новости о Керчи просто закончились. Закончились у нас. Поэтому сейчас вам будет, Александр, новость о Феодосии. Давайте. В Феодосии ветеринарные инспекторы изъяли партию пельменей без документов. Я вижу эту картину. Из Керчи Идет новости ветеринарный интереснее, инспектор конечно. по улице Галерейной. Это ж Феодосия, да, происходит? Так. Вот, идет по улице Галерейной. Из галереи выходит партия. Такая, выборы все-таки, да, на носу, 8 сентября, с флагами. Он их спрашивает, вы кто? Они такие, мы партия пельмени, а где ваши документы? А нет у вас документов. Усы, лапы и хвост, Да, вот мои документы. вот все, забрал, сварил и съел. Наверное, так. Мне нравится другая новость, ведь опубликованы новые данные о бедности в России. Я не мог ее не прочитать. Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года вырос с 13,9% до 14,3%. Или на 500 000 человек, говорится на сайте Российской службы государственной статистики. Доходы почти 21 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного минимума. Ведомство объясняет это тем, что прожиточный минимум растет быстрее инфляции. По крайней мере, так пишет Лента.ру. То есть, как-то я логику вообще, честно говоря, не очень понимаю, но... То есть, прожиточный минимум растет быстрее, инфляция медленнее, но при этом уровень бедности все равно растет. Да. Это Россия. Я не буду пытаться даже понять эту логику. Давайте мы все-таки возьмем себе за правило последней новостью в новостях завтрашнего дня читать новости какие-то приятные, хорошие, веселые, радостные для людей. Про пельмени было бы нормально. Но я испортил, да, традиционно эту новость. У нас разное чувство юмора. Да, но вот смотрите, вот есть хорошая новость. Росавиация готова якобы возобновить авиасообщение с Украиной. Правда, в Украине об этом да, ничего не знают. В Украине об этом ничего не знают. Это как та же самая новость о том, что в аэропорту Симферополя готовы принять рейсы из украинских аэропортов, но в Украине об этом тоже ничего не знают. Александр Янковский, Станислав Юрченко, Елена Римовская. Прощаемся с вами до завтра.